адвокатом, как я уже ранее неоднократно говорил, заявлял о том, что я не имею никакого отношения к этому делу, которое было возбуждено, да? Вот, и там я ни сотрудник, ни работник, ни руководитель, ни редактор, вообще никто. Я там даже не работаю. Вот, и 17 января этого года в Первомайском суде следователь попросил следственного судью отправить под стражу на 2 месяца с такой формулировкой: может совершиться нарушение закона. Ну, с такой формулировкой, я еще раз повторюсь, можно кого угодно отправить за решетку, да, вот, сломать жизнь, судьбу человека, то есть может сделать это, может сделать 5-е, 10-е, украсть, там, не знаю, что еще, да. Вот, и эту формулировку, соответственно, поддерживает Первомайский районный суд. И это для меня очень смешно. И в части того, что говорится, что дальше даже они не обосновывают, вот эти следователи, прокуроры, которые ходатайствуют, просят судью, они не обосновывают конкретно, где и в каких случаях я вот имею причастность или имею дело, да, ничего, без оснований. Никаких аргументов, доказательств, просто вот выходят, там, говорят 2 слова, да, поддерживаю, да, прошу суд там отправить под стражу, оставить в силе, без изменений и так далее, больше ничего. И это вообще не аргумент. И в связи с тем, что еще мне хотелось бы особо подчеркнуть, так это то, что вот ровно почти 20 дней назад, 12 марта, Первомайский следственный судья, получается, избирает меру пресечения о продлении еще на 2 месяца, до 13 мая, и при этом не удовлетворяет наше ходатайство о том, что отпустить под электронные браслеты. И это тоже вот непонятно, потому что закон этот именно вот для этого и придуман, да, что вот, и они говорят, ну, допустим, может совершить нарушение закона. Вот, с такой формулировкой можно кого угодно закрыть в этом зале конкретно. А в целом, вообще по всей стране, кого угодно, любого человека можно закрыть. Ну, может быть, еще второй довод там, прокурора, может, следователя о том, что он может скрыться, да? И, ну, с электронными браслетами ты будешь постоянно под контролем, под наблюдением. То есть, куда ты посещаешь, где ты сейчас находишься, ты физически не можешь скрыться, то есть не можешь убежать, или там все равно будет все известно. Вот. И плюс хочу тоже добавить, что вот последний суд был 12 марта, и с тех пор я не получал постановления суда. Уже столько дней проходит. И еще хочу отметить, что вот на протяжении вот уже более 2 месяцев я, находясь в СИЗО, в заключении, ни разу меня не вызывали на следственное мероприятие, ни разу. Но это же должно о чем-то говорить, сообщать.